Кыш йылның эн мучизеви мевсымы. Табиат юкуга дала, ама шу анде тылсым уяна. Ве біз оны дуямыз. Юрегімізге яваш-яваш еңгіл бала куванчы келе. Келечегіміз парлак олмасына ишанч тоға. Бөле сырлы мұйт инсанға чеші түрлі дұйғылар бағышлай. Тышта суық болса да evде sıcak ve қынталы. Айны шу вақыт ичат ярға илхам перісі келмекте. Искусство для меня это, наверное, мое дыхание. Да, потому что у меня пульсоксиметр покажет очень низкий процент моего дыхания, если меня забери у меня. Я начну вязать. Я начну на стенах, наверное, барельефную роспись делать. Ну, что-нибудь, такую скульптуру, наверное, какую-нибудь. И это самовыражение, да, но для меня это какая-то релаксация, наверное. Это основа. Я оттуда черпаю идеи и даю им детям. Я пишу картины в основном в то время, когда у меня бывает, наверное, моральное истощение какое-то. Я не могу пойти, там, может быть, пообщаться с кем-то, в свободное время, как такого нет, я этого не хочу, я в этом не нуждаюсь. У меня есть дома люди, мой супруг, который меня поддержит и поможет. И я в нем, наверное, вот черпаю отсюда, от этих красок. Кетен боялар ве вақыт. Айны бұл үч сөзнен. Истедатлы ресам Мадина Абдуллаеваның ижадыны тасвир этмек мүмкін. Оның әрбір ресімі жанлы. Шу себептен юрекні кувандыра. Яне үшін жанлы? Иш шундаки әрбір боя йоағында халқымыздың сақланған кечміші яшамақта. Ресімлерінің esas mevzuсы бұл Қырым татарларының медениеті ве турмышы, кечмішнің левхалары ве ватанымыздың гүзелден гүзел манзаралары. Қараманымыз білдіргені кеби, танышлары чок eski фото ресімлеріні yolай. Шу асабалықны ижадкарымыз өз эсерлерінде сақламақта. На основе эскиза, на холсте, подмалевок даже, у меня еще такой легкий готов, это биташка, которую дает козу. Как раз я допустим, знала, что есть много было коз, но что так много козье молоко, вот она такая смешная, беззубая. Волосы, у нее еще этот платочек такой скошенный, такая хитрая сидит. У нее еще какой-то там браслетик такой, может быть, она его сплела. И у нее штаники, шаровары, она так смешно ногу на ногу скрутила. Прямо на земле, на соломе сидит и дает козу. Это простота, без высокомерия. И вот это вот то тепло, которое сейчас нужно на каждому из нас. Каждому из нас. А его просто нет. Оно где-то есть, сидит в нас. А это нужно изобразить. А ведь это чья-то биташка. А это чья-то биташка. У меня есть девочка судака картина. Одна из самых моих первых работ. Уже в другой технике. А оказалось, как оказалось, что есть этой фотографии история. Что школы, которые изобразили, они давно были уничтожены. Мечеть тоже не было. Что, оказывается, эта девочка, это чья-то биташка. Меня вдохновляет моя семья. Моя семья, потому что я на них смотрю и понимаю, что нужно развиваться, нужно двигаться дальше. Это нужно моим детям, потому что они пример берут колоссальный от меня.
они все повторяют. И то, что у меня умеют делать дети, мой младший ребенок, который не присутствует по своему возрасту, он еще маленький совсем, она выполняет лучше 7-летнего ребенка картину. Но я же с ней не сижу, не занимаюсь. Я бы не сказала, что это генетика прям сработала. Я бы сказала, что это ее внимательность. Ее внимательность. Она все повторяет. Она же видит, как я держу кисточку, как я поверну. Она же это все видит. Поэтому я не совсем согласна, потому что генетика, но это есть во многих людях, это нужно просто раскрывать. Потихонечку, потихонечку. Мадина Абдуллаева арт ресім бедии студиясының елбашчысы ола. Студияға кічік балачықлардан башлап, яшы етішкен ве чешет физик хусусиетлерінен адамлар қатнай. Тасвири санат дерслері шариат бойынша алып барыла. Мақсады адамның ичкі дүниясыны тедавилемек ве дүния дүнберлігіні көстермек. Наша студия, это на Балачагым, так, да, я назову. Балачагым существует второй год. Идея была, вынашивали мы ее очень долго. Второй год. Но я понимаю, что мне этого мало. У нас уже 4 студии, но весной у нас будет новая студия художественная. Это для тех, кто в центре находится, им тяжело доехать до, допустим, других центров, для детей. Детки ходят разные. Художественная студия дает базовые основы понятия самого рисунка и именно построение, то ли анатомическое человека, то ли геометрические формы. Начертательная геометрия у нас немножко тоже азы дают, черчение в обязательном порядке. Все базовые теории ребенок должен понимать и знать. И далее уже больше 1 года посещения ребенок уже полностью готов поступить на факультет изобразительного искусства, либо далее в архитектуру, либо градостроительство. Уже когда будет полностью освоена основная техника, это акварельная. Она самая сильная основная техника. Только уже далее постепенно уже идет графический материал. Это обязательно. То есть должна быть профессиональная базовая подготовка, и это круто. Возраст у нас, сейчас мы берем возраст от 4,5 лет. И также мы сейчас запустили курс моторики развития пальчиков, потому что есть дети, у которых прям вот плотно так сжаты руки, и чтобы мы его раскрепощали, мы начинаем лепку. Сначала дети у меня пройдут лепку с 3 лет, а уже потом потихонечку я их беру к себе в группу. Лепкой занимается Эльмас Хайрединова. Вот. И так занимаемся. Самый взрослый у меня воспитанник, ему 72 года, это не ему, ей, это женщина. Мужчины занимаются, приходят. Как занимаются? Что сегодня будет? Я говорю, делаем пейзаж. Маслом, да. Акварелью приду. Хорошо, в следующий раз акварелью он приходит и работает молча. Настолько человек устал, 2 часа он в тишине. У него наушник, все, его нет. Я не подойду, я исправлю, молча. Мы не говорим со взрослыми. Я подхожу руку кисточкой с краешку. Если держит здесь, я держу здесь. Я просто его регулирую и ухожу дальше. И вот так вот я кружусь по потоку. И нет интернета. Они забыли, что такое телефон. У нас есть коробочка, куда приходят, телефоны свой выбирают, и мы работаем. Приходят, руки моют, садятся. Но это, я люблю это все серьезно, это очень важно. Это важно для меня, для моей семьи, потому что меня муж поддерживает. Без него бы я это все бы не сделала. Шубесіз ки, ресамлық әрбір халқының өмір күзгісі, кечміш ве келечек арасында үзілмес бағы. Ақиқи ресам тек көргенini дегілде, дұйғыларыны тасвир ете. О гүзеллікні өз фырчысынен севе, ве бүтін гонліні дүнияға бақшыш ете. Не может быть художник там в 20, 25, в 30 лет, все, вот он достиг определенного уровня, и это все хорошо. Не бывает так. Ты всегда растешь, у тебя техники меняются, у тебя желание меняется. Не бывает так. Ты никогда не попадешь просто так в союз художников. Такого не бывает. Если ставить цель везде проводить выставки, только этим жить, только пытаться везде, дабы только успеть, это человек ставит перед собой цель, а у меня цель не такая. Я не стремлюсь быть вот признанным ни в коем случае, нет. Если человек увидел в этой работе свое прошлое и свое вот реально
то, что он когда-то, его, может быть, бабушка, дедушка там была, ну вот это мое, это меня цепляет. Я могу делать и в постимпрессионизме, в абстракции, могу. Да, есть работы, я буду их выполнять, их увидят у меня в Крыму. Ijodkorimizni so'nggi eserlaridan birisi bu go'zal натюрморттер. Странные чувства испытываю, когда писала эту работу. В этой работе я взяла старинные предметы, антиквариат, старинный. И брошь, которую вы увидите на ней, она 18 века, старинная. Причем это относится к крымским татарам. Там есть гравировка. И я ее приобрела у антиквара. Я безумно люблю старинные вещи. И когда я ее одеваю на себя, либо на фес цепляю, у меня, конечно, волнительное чувство, потому что это принадлежало человеку, который, возможно, и по статусу был довольно-таки занимал какую-нибудь должность. Я не знаю, но это однозначно. Она имеет свою историю, я ее не могу докопать и найти. Я все, которые имею ювелирные изделия, бижутерию, на старинную, я все выкладываю на натюрморт и пытаюсь сохранить хотя бы на картине. Ijod etmek demek sadece adamga ko'rinmagan alamni ko'rsatmekdir. Olsun shoir, olsun yozuvchi, ya da ressam, bu muhim değil. Ama ayni ular bizga haqiqiy tılsım ve bayramni bag'ishlaydi.